Дорога вот так вот ведет туда. Из города в село многие жители Малых Кабанов перебрались в надежде на комфортную жизнь, в тишине и с хорошей экологией. До недавнего времени так оно и было. В этом году узнали, совсем рядом собираются построить жилой комплекс на 24 тысячи человек. К работам еще не приступили, но новую дорогу к будущим многоэтажкам проложили. Будут это постоянные пробки на выезде, постоянное движение машин здесь. Если бы еще были построены какие-то небольшие дома, малоэтажное строительство, возможно, там еще меньше было бы народу. Но, как говорится, где очень много народу, там уж, соответственно, много машин, много движений. Проект застройки этой территории жители нашли в интернете. Он датируется 2016 годом. По плану дома малоэтажные. Сейчас же собираются возводить 12-этажки. Об этом жители узнали на публичных слушаниях. Непонятно, кто им вообще разрешил это все. И также здесь полигон. Тут стреляют постоянно танки, а это все будет на виду вот этих жителей. Как это вообще все будет, как это все разрешено, тоже непонятно. Те дома, которые рядом будут находиться, местных жителей, то есть с высотными домами, это не очень хорошее соседство, так скажем. Вы сами понимаете, работая в огороде, никто не хочет, чтобы наверху на себя смотрели жители вот таких застроек. Жители переживают и за экологию в Малых Кабанах. Локальные очистные сооружения, которые планируются, находятся как бы в очень близком расстоянии к жилым домам. Опять-таки у нас у большинства людей скважины. И как это повлияет на экологию, на нашу воду. Не у многих ведь стоят фильтра. Соответственно, как потом эту воду пить. Свое мнение жители Малых Кабанов хотели высказать на публичных слушаниях по проекту планировки будущего жилищного комплекса. О первых они не знали, удалось попасть на вторые. Слушания начались очень в тихом режиме. И сначала мы узнали, что, оказывается, утвержден генеральный план развития Большекабанского сельского поселения. И мы узнали, что он утвержден голосованием на слушаниях 12 человек. У нас вот тысячный поселок, и развитие, генеральный план развития утверждает 12 человек. Мы выяснили, что это люди, которые зависят от администрации поселка. Это учителя, это фельдшеры наши. Они в документацию особо не вникали, и сильно их никто не спрашивал, и они этот план утвердили. На вторые слушания в сентябре пришли уже 93 человека. И все, по словам Роберта Гатауллина, высказались против многоэтажного строительства. Насколько законна будущая стройка, кому сейчас принадлежат 190 гектаров вблизи Малых Кабанов, эти вопросы мы адресовали в исполком Лаишевского района. Получили письменный ответ. Территория застройки долины Махаон находится в частной собственности. Решение по освоению данной территории принимает собственник земельных участков. Согласно проекту планировки территории долины Махаон, максимальный этажность жилых домов 12 этажей. На вопрос, почему отменили запланированные на 12 октября публичные слушания, в исполкоме ответили следующее. Отменены в связи с несоответствием представленного проекта планировки территории ЖК «Долина Махаон» ранее озвученным замечаниям и предложением на публичных слушаниях 2 сентября. Все замечания направлены в адрес застройщика. Информация о предварительных сроках проведения публичных слушаний на данный момент отсутствует. Можно ли строить многоэтажки в сельской местности, а по размеру новый комплекс будет как половина Салават-Купере? С этими вопросами мы обратились к эксперту. В схему территориального планирования Лаишевского района должны быть внесены соответствующие поправки, по-видимому, чтобы там могла появиться территория, отведенная под строительство многоквартирного многоэтажного жилья. Если они собираются строить многоквартирное жилье, многоэтажное, тогда это должна быть другая зона, там F4 или F5 по действующему градостроительному кодексу и по схеме территориального планирования. Прежде чем за заборами начнется большая стройка, жители Малых Кабанов хотят воочию увидеть генплан района и ознакомиться с изменениями, которые должны были внести в связи со строительством нового жилого комплекса. С помощью экспертов они намерены разобраться с непростыми документами и убедиться в законности будущей стройки. Юлия Гоголева, Данил Филатов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Лаишевский район.